В Чебоксарах 8 проектов развития общественной инфраструктуры в этом году получат софинансирование. 5 из них в сфере образования, 2 в области ЖКХ и 1 проект в сфере культуры. Общая стоимость – более 24 миллионов рублей. В прошлом году в столице удалось реализовать 27 проектов, основанных на местных инициативах. Общая сумма превысила 40 миллионов рублей. Преобразилась набережная в Заволжье, обновилась спортплощадка в 59-й столичной школе, облагорожены внутридомовые территории. Горожане вложили в реализацию проектов почти 8 миллионов рублей. Глава администрации Алексей Ладыков подчеркнул, что при уточнении республиканского бюджета планируется увеличить финансирование проектов развития общественной инфраструктуры. В Чувашии на эти цели направят 463 миллиона рублей. Из них для Чебоксар на 8 проектов предусмотрено около 5 миллионов. В администрации надеются, что возникшие ограничения удастся снять. Куча заявок со стороны жителей, как частного сектора, так и многоквартирных домов. И они готовы вкладывать по 10-15%, но у нас нет возможности из городского бюджета софинансировать, потому что у нас уровень софинансирования большой, да? Да, 80%. 80%. Но в этой части это нужно отрабатывать. В сводном перечне проблемных объектов долевого строительства пока 6 позиций. Нерешенной остается судьба 3 строек из единого реестра проблемных объектов. Дополнительно включены еще 3 объекта в качестве проблемных. Это Грандстрой, в связи с тем, что неоднократно продлевалось разрешение на строительство. Следующее – это речной фасад, так называемый Альбатрос, где нарушено этажное здание, в связи с чем застройщиками было принято решение о вводе в эксплуатацию данного объекта через суды. На данный момент судебные процессы идут. Следующее – это фирма «Старко», так называемая «Ривьера». Срок действия разрешения также продлевались неоднократно. На сегодняшний день работы не ведутся, ведется поиск инвесторов. Также вводится процедура банкротства фирмы «Старко». Однако наибольшие опасения в городской администрации вызывают объекты микрорайона Кувшинка и жилищного комплекса «Гагарин». Их застройщиком выступает компания «Лидер». Работы на стройплощадках не ведутся. Межведомственная комиссия, в состав которой вошли и представители Генеральной прокуратуры России и Минстроя Чувашии, не раз выезжала на площадки. В результате проверки сейчас ведутся не только в отношении застройщика. Расследование коснулось всех участников и учредителей. По словам Ивана Кучерявого, Минстрой республики уже выявил расхождение между полученными и фактически вложенными в объекты средствами. Разночтение более чем на 500 миллиарда рублей. В столичной администрации надеются, что после проверок необходимые активы для завершения строительства все же будут найдены. Сдачи этих объектов с нетерпением ждут около 800 человек. Сейчас в Чебоксарах с привлечением средств участников долевого строительства возводится 59 многоквартирных домов. 23 из них по старой схеме, без использования эскроу-счетов. Именно это нововведение с одной стороны обезопасило дольщиков, но с другой стороны ужесточение требований банков может стать сдерживающим фактором для развития отрасли. И здесь нужно балансировать, разъяснять тем же строительным компаниям о важности участия в федеральных программах и возможности привлечения федеральных средств. Потому что самим им будет тяжело вытянуть. Ведь сегодня есть возможности для привлечения средств на строительство сетей, дорог, садиков, школ. Это будет стимулом. На сегодняшний день в Чебоксарах выдано 103 разрешения на строительство жилья. Общая площадь почти 800 тысяч квадратных метров. Половину из них намеревались сдать уже в этом году. Однако по ориентировочному прогнозу эта цифра будет меньше. Чебоксарка Марина Алексеева – зарегистрированный пользователь портала госуслуг с гаджетами исключительно на «ты». С самого начала, рассказывает пенсионерка, к идее записи к врачу через эту интернет-площадку относилась позитивно. Казалось, выбрать подходящее время для посещения специалиста можно в 3 клика. На деле все оказалось не так просто. Сегодня Марина Викторовна пыталась записаться на прием в республиканскую стоматологическую поликлинику, но ничего не вышло. Я зашла на портал госуслуг, вбила там номер страхового полиса. Меня пустило в меню в основное. Пыталась по поисковой строке набрать республиканское. Поиск ничего не дал. Стоматологическое. Поиск ничего не дал. Тогда пришлось мне листать от начала до конца и по адресу пытаться сориентироваться. И вышло, что взрослое отделение там, или взрослое терапевтическое отделение в скобочках, пародонтологи-РСП. И уже судя по адресу Московский проспект, я поняла, это то, что мне нужно. Вышла табличка, техническая ошибка, извините, начните, значит, меню сначала.
То, о чем говорит Марина Алексеева, это вот этот список всех лечебно-профилактических учреждений республики для записи на портале. Он же дублируется на карте рядом. Каждая поликлиника на ней имеет свое цифровое обозначение. По словам представителя медицинского информационно-аналитического центра Евгения Вазина, именно он в республике курирует перенос электронной регистратуры на новую платформу. Разобраться в способах навигации проще простого. При записи к терапевту система автоматически прикрепляет человека к нужному участку. Так что запутаться просто не получится, добавляют в Минздраве. То же самое с выбором узких специалистов и отменной встречи с врачом. В профильном ведомстве отмечают, запись к врачу через госуслуги – это не прихоть нашего Минздрава, а требование федерального правительства. Причем наши специалисты не вправе менять интерфейс платформы, она едина для всех субъектов страны. Система, на мой взгляд, очень удобна. Я, если позволите, даже объясню почему. Сейчас буквально, я не знаю, в 4-5 клика мы можем произвести запись. То есть мы первый клик мы выбираем, указываем системе, что запись необходима мне. Далее мы выбираем свой участок лечащего врача на второй клик. Третий клик мы выбираем специальность врача. Четвертый клик мы выбираем самого врача. И последний клик – это выбор времени. Но тогда почему у людей столько вопросов, если система удобна? Я не могу сказать, почему у людей столько вопросов. По одной из версий, люди еще просто не разобрались в официально запущенном 2 недели назад ноу-хау. По другой, часть жителей республики вообще не зарегистрирована на едином портале госуслуг. В то же время людям предлагают не забывать про 2 старых проверенных способа записи к врачу. Либо доходить до медучреждения самостоятельно, либо звонить в регистратуру по телефону. Алло, здравствуйте, городская клиническая больница номер 1, Наташа, здравствуйте. Слушаю вас. В последние 2 недели количество звонков в справочно-консультационное отделение больницы, рассказывает работник колл-центра Наталья Антонова, выросло вдвое, до 2500 в смену. Их ежедневно принимают 3 специалиста. Вопросы, касающиеся записи к врачу через портал госуслуг, побили все рекорды. Если раньше в электронной регистратуре с понедельника по пятницу можно было увидеть часы приема врача, даже если можно было не попасть в этот день, то сейчас звонков стало больше, потому что спрашивают, вот, допустим, сейчас у нас, если запись идет на среду, а как вот он работает понедельник, вторник, вот эти дни, ПЖО, да, как врач работает, чтобы некоторым же нужно, чтобы взять анализы там или какое-то направление. Подобные просьбы жителей из колл-центра напрямую передают в профильное ведомство. Там решают, как на них реагировать. К примеру, по желанию пациентов на портале уже запустили услугу вызова врача на дом. К концу года на сайте будет доступна запись на диспансеризацию, профосмотр и к специалистам по номерному направлению. Пока в Республиканском Минздраве занимаются вопросами совершенствования системы записи к врачу через портал госуслуги, мы решили воспользоваться вторым из предложенных вариантов и попробовали записаться на прием к врачу через колл-центр ГКБ номер 1. Мы честно пытались это сделать 3 раза и ждали по 20 минут, но все тщетно. Девушка на том конце провода упорно повторяла нам одни и те же слова. Вас приветствует колл-центр здоровья. В данный момент все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях – одно из условий для полного исцеления или стойкой многолетней ремиссии. Сейчас перед врачами поставлена серьезная задача. При подозрении на рак пациент должен получить консультацию не позднее 3 дней с момента обращения. За 7 дней его необходимо обследовать, и затем дается еще неделя на гистологическое подтверждение рака. Вся диагностическая база располагается здесь, в новой поликлинике, и пациенты могут пройти обследование, не обращаясь в онкодиспансер. В центре ведут прием врачи-онкологи, принимают и впервые обратившихся, и пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении. Пациенты могут получить у нас специализированное лечение, это химиотерапию, по рекомендации нашего онкодиспансера. Первый курс они проводят на своей базе, последующие курсы мы проводим на нашей базе Центра амбулаторной онкологической помощи. Также мы выполняем реабилитационные мероприятия по рекомендации нашего онкодиспансера. В рамках национального проекта здравоохранения в республике в ближайшее время откроются еще 2 центра амбулаторной онкологической помощи. Они будут работать по территориальному принципу.
Будет обслуживать территорию, прикрепленную к нашей больнице, к больнице первой городской больницы имени Осипова и второй городской больницы. И будет обслуживать население 164 тысячи населения. После курса лечения пациенты с онкологией должны проверяться через каждые 3 месяца в течение первого года. Затем 2 раза в год и в последующем встречаться с онкологом ежегодно. В Чебоксарах планируют оборудовать еще 20 умных остановок. Жителям столицы предлагают выбрать места, где дополнительно разместят табло, которые информируют пассажиров о времени прибытия общественного транспорта. Голосование по этому вопросу уже идет на портале «Открытый город». Горожанам предложили на выбор 28 мест, где могут появиться умные остановки. Кроме того, пользователи портала высказывают свои предложения по размещению информационных табло. Из предложенного перечня лидируют остановки МТВ-центр, Мегамолл, театр оперы и балета, автовокзалы и стадион Олимпийский. Сейчас в Чебоксарах размещено 130 информационных табло, которые подключены к муниципальной системе «Умный город». На каждой 3-й остановке можно узнать о времени прибытия троллейбусов, автобусов и маршруток. Отображается лишь информация по городскому транспорту. Отследить межмуниципальные рейсы не получится. В Центре диспетчеризации пассажирского транспорта отмечают: для удобства пользователей создан специальный ресурс, в котором горожане смогут увидеть не только остановки, на которых уже есть информационное табло, но и места, где их планируют размещать. Голосование на портале «Открытый город» продлится до 3 апреля. В наш адрес и в адрес администрации города Чебоксары поступает множество обращений от жителей города с просьбой установить табло на той или иной остановке. А в связи с этим в 2020 году запланирована установка до 20 дополнительных информационных табло на остановках общественного транспорта. Приглашаем всех жителей принять участие в этом голосовании. Они смогут выбрать от 3 до 10 остановок из предложенного перечня, а также указать свой вариант, если его в перечне нет. По результатам голосования будут определены остановки, которые будут оснащены информационным транспортным табло. В республике введен режим повышенной готовности. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции запрещено проведение зрелищных, спортивных и публичных мероприятий. Основным потенциальным источником заражения остаются граждане, возвращающиеся с территорий, где вирус успел разгуляться. С января этого года под наблюдением врачей в республике находилось около 300 человек. По данным на 19 марта, чуть больше 100. В настоящее время 8 граждан Российской Федерации изолированы в боксированной палате инфекционного отделения больницы скорой медицинской помощи с признаками катаральных явлений. И 4 пациента, из них 2 детей и 2 сопровождающих мам, в городской детской больнице номер 2 Минздрава Чувашии. Проводится лабораторное обследование медицинских наблюдений, в настоящее время состояние их стабильное. Особое внимание продовольственному рынку. Наполняемость полок в магазинах и ценовая политика на контроле республиканского правительства. Чтобы та паника, которая набирает оборот среди населения, чтобы она успокоилась. Реальных оснований для такого рода поведения нет, потому что, во-первых, у нас достаточно самих запасов продуктов, но ввиду того, что сама логистика обеспечения прилавков, она организована, скажем, исходя совершенно из других уровней потребностей, то вот такой всплеск покупки отдельных именно видов продукции населением, конечно же, приведет к кратковременному отсутствию на прилавках той или иной продукции. По поручению Олега Николаева в социальной сети ВКонтакте создано сообщество «Чувашия без паники». Здесь будет размещаться актуальная информация о ситуации в республике. Кроме того, можно сообщить об отсутствии медикаментов и продуктов в вашем населенном пункте или о возможном росте цен на них. Работает также телефон единой горячей линии по коронавирусу 8 800 2112. Поручни, сиденья, дезинфекцию проходит весь салон. Причем круглые сутки. Так было и до пандемии коронавируса, говорят на предприятии. Но сейчас на лицах мойщиков обязательно респираторы. Раствор, которым обрабатывают троллейбусы, содержит хлор. Таково требование Роспотребнадзора. Каждый день обрабатываем с мыльным раствором. Как после вирусов начинали уже с хлорной известью. 3% хлорной известью. И брызгаем, и влажную уборку делаем. На дезинфекцию одного троллейбуса уходит не менее 15 минут. Так что раствор хлорной извести на посту специальной обработки троллейбусов на расхват. Вот он, хлорный
раствор. Вот здесь у нас сейчас где-то пол-ведра пока. Ну, со временем, как закончится, мы готовим заново и все, обрабатываем троллейбусы. На один троллейбус сколько уходит литров? Ну, вот сказать, где-то литра 3. Сегодня в Чебоксарах ежедневно на линию выходит 198 троллейбусов. И каждый из них минимум дважды в сутки проходит тотальную дезинфекцию. Такие повышенные меры безопасности предприятие сохранит до тех пор, пока в стране не объявят, что коронавирус больше не опасен. Сразу же после обработки троллейбус на линию не выпускают. Сначала он проветривается, все-таки пары хлора. Пассажиры им дышать не должны. В боевой готовности и кондукторы. Пока в салоне никого нет, пройти с тряпочкой уже привычный ритуал. При этом работники предприятия не забывают и о себе. Салфеточки должны есть. Вот. Руки вытирать? Да, руки, нос иногда. Пандемия коронавируса на пассажиропоток в чебоксарских троллейбусах пока никак не повлияла. Люди продолжают выбирать рогатые для своих поездок. Большинство опрошенных нами горожан говорят, что вируса не боятся. Но к тому, что в республике усилены меры профилактики, относятся положительно. Вот это правильно делают, а правильно как же это тоже. Действительно. Запасаться надо. Сохранение тоже должно быть. Даже. Это же коллективный транспорт. Все могут в этом транспорте быть. Это же не дом и не квартира. Поэтому так и должно быть.